Сергей Ибодулоев яке аз чеҳраҳои шинохтаи футболи тоҷик дар солҳои 80-ум, бозингари помири овозадор, барандаи медалҳои хурди тиллои чемпионати Иттиҳоди Шӯравӣ миёни дастаҳои Лигаи Якум. Ибодулоев айни замон дар Академияи клуби футболи Истиқлол ба кори мураббигӣ машғул аст ва дар барномаи футболи тоҷик мо атрофи фаъолият ва кору рӯзгори ӯ як суҳбате барпо намудем. Сергей Сулейманович, с чего начинается ваша тренировка? Прежде всего, я бы так сказал, что нужно, поздороваться, это да, это Да. должно это всегда быть. Это. И я всегда у детей спрашиваю, как у них здоровье. Мгм. У нас... Это самое главное, конечно. Это самое главное, знаете, некоторые тренера, не хочу никого критиковать, я Да, вообще да. видел много все. Из своего опыта. Да, начинают говорят то. Нет, нужно спросить. И нужно быть, знаете, доверительным человеком, чтобы они могли тебе сказать, раскрыть душу, да, потому что это тоже плохо. Если ребенок где-то спрячется, да, от тренера, преподавателя, муалима, не скажет там, что у него болит, что-то это плохо, потом скажется на здоровье, все. И с другой стороны, тренеру необходимо знать общее состояние, какие нагрузки давать. Энергетику передавать, Это наверное, да? конечно, это все передается. И я, знаете, после каждого упражнения, после каждого выполненного какого-то задания проверяю у них пульс. Это мне необходимо. Конечно, нет пока у нас такой медицины, да, но хотя бы по частоте серии сокращения я могу определить, человек готов сегодня или не готов, устал он, не устал. Поэтому, если у него пульс зашкаливает, я могу его освободить, и он может отдохнуть и даже до конца тренировки. А начинаете вы с разбега и потом на горку поднимаетесь? Нет, но это не всегда. Да, не всегда. Это не всегда. Это такие, я буду называть так, острое упражнение, да? Ага. Острое упражнение. Его надо делать раз в 10 дней. Ага. Нельзя каждый день. И хочу также через вашу передачу также посоветовать или предостеречь, да, многих тренеров. Нельзя челночную работу делать каждую тренировку. Это вы понимаете меня, да? Вы спортсмен. Да, конечно. Это туда-сюда бегать. Обычно это применяется в разминке. Я смотрел каждую тренировку. Это вредно. А в основном, пожалуйста, надо знать, что давать, зачем, что. Знаете, это тоже, как вам попроще объяснить, многие сейчас тренера так, посмотрел в интернете, да, много упражнений, Копировал, да? все скопировал, и давай, мы сегодня будем делать это. Завтра он посмотрел это, завтра будем делать это. Нет, нужна какая-то последовательность, системность нужна, что зачем должно быть. У меня какая-то система выработана, и если я что-то нашел новое, я тоже ищу в свободное от работы время, ищу различные упражнения, хожу на тренировки, не стесняюсь ходить куда-то, смотреть, что-то новое увидеть. И потом анализирую, как это упражнение пишется в мою систему. Когда его надо давать, сколько его надо давать, для чего его надо давать. Это, знаете, очень кропотливый труд и быстро так не решается. Как ребята воспринимают это все? Еще рано пока говорить об этом, всего работаю 3-й месяц, но скажу так, глаза горят у них, да, они воспринимают это очень положительно, а без этого, знаете, нельзя. Если он будет приходить на тренировки так не с радостными глазами, результата мы не добьемся. А я так прихожу, заранее вы видели, да, за 45 минут пришел на тренировку, они уже здесь переоделись, уже ждут. А это о чем говорит? О том, что желание, да, огромное желание. Есть, да. Мы стараемся проводить занятия, чтобы было интересно, различные упражнения. Вы сегодня тоже видели все это. Нагрузка есть, но она незаметная.
Они Да. делают это с улыбкой, с радостью. Идет конкуренция. Надо добежать, надо это. Один старается убежать, а это техника на скорости. Мгм. И вот, другой старается тоже его догнать, а это техника бега. Все-таки по квадрату Мгм. бежать это и координацию вырабатываем. Поэтому незаметно мы добиваемся своих целей. А, я там смотрел вашу работу, вы не говорите на таджикском, ребята не говорят на русском. Да, Как да. это у вас получается? Но это тоже положительный фактор, да. Я стараюсь изучать таджикский язык, уже какие-то слова вспоминаю, все. Но помогает мне Далер в этом плане. Он переводит все. Я скажу, хороший тоже и человек, Да, и да. специалист тоже. И ученики тоже стараются перенимать по-русски у меня. Мгм. Иногда я им говорю, они между собой говорят: о, привет, привет, там. Это Ага. тоже положительный фактор. Поэтому, ну, друг друга обучаем. Вы постараетесь каждого индивидуально объяснить, что к чему. Это ваш стиль работы или как? Естественно, конечно, нужно, вот я говорю, доверительные отношения, нужно войти в их душу, чтобы они действительно тебя понимали, Да. они слушали, Они и почувствовали, они да? верили, что Да. это хорошо. А если он не будет верить, вот также я вот пример расскажу из другой сферы, да, если мы приходим к врачу и Мгм. не будем ему доверять, не Да, да, верить, да. да, хоть он правильно выпишет рецепт, хорошее лекарство, результата не будет. Поэтому вот это самое тоже одно из главных. Поэтому нужно, чтобы контакт был постоянный. Я понимаю, только 3 месяца вы работаете. Да. Все-таки есть кое-какие результаты? Участвовали в каких-нибудь соревнованиях? Нет, в официальных нет, но мы играли товарищеские матчи, играли с Гисаром, играли с Оригаром, играли Хатлоном, вот, везде одерживаем победы. Но не это главное. Я Мгм. просто ответил на вопрос. Да, да, да. Вот. Я перед каждой игрой говорю: ребята, сейчас для меня результат не главный. Успокойтесь. Поиграйте вот как вы можете, да? Вот покажите мне, что вы можете играть. Ого, к нам Вот. мячик. И сыграйте ради партнера, ради команды. И вот это стараюсь я им внушить, чтобы они вот так вот играли, с радостью, с улыбкой. Мгм. Вот результат придет. И я своим руководителям также говорю: ну, сейчас сложно требовать результат. А давайте вот осенью, потом можете смело с меня требовать, да, Мгм. тогда я что-то покажу. Ну, а здесь вот отвечу еще на ваш вопрос. Иногда вот играем какое-то упражнение игровое, и по сравнению со вчерашним днем или недельно это, они делают все быстрее, мыслят все быстрее, и я радуюсь. Мгм. Все-таки результат есть какой-то. Вот когда они это, вот, это заметно, Да, знаете, да, да. когда быстро обработал, быстро посмотрел, быстро оценил, быстро, как сейчас есть такое выражение, сканировал поле, да, Мгм. быстро они мысли стали. А вы, Нет, ребят, поименно знаете или так? нет, к Нет, сожалению, пока. пока, да, пока А тяжело это мне. надо, да? Это Это надо, нужно, да. необходимо. Но, Необходимо, да. понимаете, у нас еще как, как-то пришли, ушли. Мгм. Вот когда будет человек 20, который действительно академия, который действительно будет, ну это надо поименно, это знать Да. по фамилии. Я вам скажу, да, вот мы до этого с вами разговаривали про господина Галицкого. Вот, не скажу количественный состав академии, ну там, наверное, в пределах 200, наверное, человек, детей. Мгм. Он знает всех по фамилии, знает по именам всех. Он Это классно. Так и должно быть, так и наверное. должно Да, быть. так Да. и должно быть, чтобы там ребята почувствовали все, что... Но они считают его папа, они, Да, да. он для них родной. Это уже когда вырастают они, да, надо где-то решать вопросы семейные, денежные, тогда где-то начинает шероховатости. Мгм. Некоторые вот за счет агентов стараются уходить, все. А так до сих пор я вот сколько знаю воспитанников, которые играют в разных клубах,
они очень положительно о нем отзываются. И не то, что даже положительно, а именно как вот отцовское такое отношение к нему, что он вот родной папа. Да, да. А сейчас процесс отбора ребят каким образом идет в Академии Стеклова? Ну, пока сложновато. Мы, значит, первый этап сделали так, провели чемпионат среди школ вот Гисарского района, да. Это тоже первая ласточка. Я скажу, чтобы, ну, в передаче это отметить. Вот, если в других регионах проводили бы, начали Да. проводить турниры среди школьников, ну вот, было бы хорошо. И также отобрали бы сборные школьников, и мы могли бы туда съездить и посмотреть, Да. было бы вообще идеально. Вот. Мы отобрали вот лучших из лучших, сейчас где-то у нас 27 человек, и мы пока тренируемся, и постепенно к нам приезжают уже, сами узнают, реклама ж прошла, Да, да, все да. по телевидению, родители приезжают, идет такой ну, отбор, будем так говорить. Мгм. Но я думаю, что в планах руководства сделать еще более объемный день открытых дверей, чтобы действительно еще больше людей приехало, еще больше мы просмотрели. Но это опять, я говорю, дело времени, Да, да, к да. этому все подойдет. У вас двухразовая тренировка или? Нет, нет, нет. У Только нас это? сейчас 4 раза в неделю мы тренируемся, пятый игровой день. Мгм. Вот. Со временем появится у нас питание, Да, начнется да. питание, тогда мы можем уже добавить еще один день работы. И если, как по плану, в сентябре открывается академия, да, чтобы, ну, грубо говоря, как, чтобы мы уже отсев отобрали, да, отбор будет он постоянный, год, Да, да, два, да. три. Но просто если мы отберем к сентябрю, и здесь уже лучшие футболисты Хатлонской области, Сагдийской, Кулябской, они здесь будут жить, Да, да. учиться, вот, питание, и тогда мы уже будем рассматривать вопрос о двухразовых занятиях, о восстановлении, все это. Оно все взаимосвязано, Да, да, нельзя да. перегружать. Ваша группа какого года? 12-й год. 12 года. Вот как график составляется, чтобы там, конечно, они, ребята, учатся, да, в школах? Да, мы, Чтобы там это... кто учится во вторую смену, они утром приходят, Мгм. а эти дети с утра отучились, пришли. Вот их сегодня сколько, 16-17, а 12 были утром. А связи поддерживаете со школом, чтобы там ребята не прогуливали, там учились хорошо? Пока еще не пришло такое время, что ходил я по школам, потому что все-таки, ну, будем прямо так говорить, это же не все попадут, да. Да, 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 да. Просто мы их не то что запугиваем, а каждый день я спрашиваю, как вы учитесь, какие Мгм. оценки. Вот, я говорю, скоро мы у вас дневники попросим. Ну, так чуть-чуть Да. намекаю, чтобы они мобилизовали свои силы и также относились к учебе очень хорошо. А я думаю, здесь все условия, да? Хватает все условий для работы? Ну, пока, да, пока 2 группы и плюс еще школы открыли для маленьких. Условий хватает, но если со временем на следующий год будем открывать все больше групп, конечно, надо здесь что-то уже придумать или четкое расписание, или, ну, опять со школой, вот если Мгм. вопрос решится, мы уже будем четко знать, когда у них, допустим, я буду предлагать такой график учебы, там 2 урока они проучились, потом легкий там чай, и вышли на первую тренировку. Потом опять доучиваемся, да, обед, отдых, вторая тренировка. Это вот если график, расписание все четкий, профессионально выработать, то я думаю, все будет нормально. Сергей Славович, давайте перевернем кое-какие страницы вашей карьеры, футбольной карьеры. Вы долго не были в Таджикистане? Ну, в 90-м я переехал в Краснодар, и потом в 2004 году. Один раз приехал? Нет, а Приехали, да? потом уже после 2004 уже постоянно так Да. приезжаю. А в 2004 году, вы помните, тогда Шариф Назарович Да, да. авиатор принял или тренировал
сколько. Вот, он тогда в Чкаловке собрал всех футболистов, которые смогли приехать. Памирцев? Памир, да, да. Вот, мы приехали, создали хорошие условия, мы там сыграли, в Душанбе сыграли. Вот, и после этого я уже как бы через год, через два в Хаджент приезжал. Вот. Ну, знаете, вот Как вам Душанбе сейчас? красиво, не спорю, красиво. Но мне нравятся маленькие тихие города. Да? Вот я проездил много городов в Европе. Нравятся низкие этажные такие города. Да, что да. вот, а вот высокие, ну, не нравится. Не то, что вот я не говорю, Душанбе плохой. Не, красиво сделано все это. Ну вот мне Вы по душе нравится Португалия. Там тихие улочки, небольшие двух-трехэтажные дома. уютные такие, да? Уютные дома, да, вот так вот. А с ребятами, с памирцами поддерживаете какие-нибудь Да, связи? с кем мы живем там. В Краснодарском крае живут несколько, да, ребят, которые играли с вами в Памире? Володя Долганов, Володя Долганов Ермолаев, да. Володя, Тростенюк. и Тростенюк, да? Да. Вот. Был еще Амельченко Игорь, но он переехал. Мгм. Вот. Еще жил Монаков Сергей, помните? Начинал он в Памире, потом Он долго не играл, да, у нас? он долго не играл, но мне кажется, у него склонность была к полноте, он был Ага. такой крепкий, этот полузащитник, и, видимо, вот Телосложение жара, у него да, такое. телосложение, он это жарко, ему было тяжело, все это. Вообще, вспоминаете Памир, Душанбинский Памир? Ну, вы Стадион, знаете, полный это стадион, самые аншлаг. лучшие годы в жизни. Мгм. Не то, что вспоминаем, они снятся нам. Поэтому то, что вот было, это ж вот с кем я общаюсь в Краснодаре, да, никто в это не верит, что вот нас так поддерживали зрители, что даже на самые слабые команды 20 тысяч приходило. Вот. Никто не верит, вот особенно сейчас, с учетом того, что и в России зрители там мало ходят, Да, да, да. и в других вот странах я так тоже ездил, смотрел, посещаемость такая низкая. Поэтому, когда рассказываешь отношения вот, зрителей, отношения болельщиков, людей, это просто незабываемо. Мы знаем, что вас в Памир пригласил Юрий Павлович Семин. Да, да. Вот. В данный момент Юрий Павлович у нас здесь, в Таджикистане. Ну как, будете встречаться? Ну, конечно, обязательно, обязательно все. Я даже вот, знаете, вот до сих пор у меня вот, ну, что-то стирается, да, с памятью, это всегда так, ну, стареешь, забываешь что-то. Но то, что когда меня пригласили, вот я не помню, как это произошло приглашение, что завтра утром Юрий Павлович ждет. Вот. И я пришел на стадион. И знаете, вот это хотел бы рассказать молодым футболистам, которые сейчас вот хотят играть якобы в больших командах. Я прихожу, и Юрий Павлович спросил только одно слово: ты хочешь играть? Мгм. Вот это слова, вот я как будто, знаете, вот ждал 5 лет. А Я вы тогда трикотажником? трикотажники. Да. Я вот сейчас скажу, и у меня вот от всей души, я сразу сказал да, понимаете? А сейчас молодые ребята, сколько я буду иметь, что там это, как это. Ребята, надо желать попасть в команду, остальное все придет. Вот. И также вот расскажу, что вот вы задали вопрос, мы уже, ну как, вместе мы играли очень давно с игроками Памира. Кто-то за Скиф играл, кто-то в трикотажнике. Я вот двукратный чемпион республики был. Мы Мухсин уже в Вахше играл. Да, кто-то в Вахше, в Хадженте. Да. Мы уже были устоявшиеся футболисты, которые вот, как говорится, сделали свое имя, зарабатывали где-то. И когда нас приглашали в Памир, это было нечто такое. Вот
вот это незабываемо, Это понимаете? жизненная мечта, да? Вот. Да, это вы что, это лучшая команда республики, просто не Да. передать. Вот, Потом Высшая лига Советского ну, Союза. высшая лига Да. это вообще идеал мечтания. Все это. А помните тогда такое выражение, когда 86-й или 87-й год, не помню, болельщики это же придумали, когда болельщик заходит в книжный магазин и говорит, есть у вас книга Да. про мир высшей лиги? Да, да. Они ему говорят, это в отдел фантастики. Да, да. Да, Свершилось? помню. Да, совершилось. Было такое. Да, были времена, были. Вот я часто вижу вас в футбольных матчах. Как вы сейчас оцениваете таджикский футбол? Ведь, недавно я видел, где играли Раушан и Баркчи, по-моему. Вы там были? Да, я много хожу, уже третий или четвертый год, как я приезжаю сюда, просматриваю все. Но, знаете, вот качество футбола улучшается, будем так говорить. Но хотелось бы не такими темпами, хотелось бы, чтобы быстрее все это. И не в упрек тренерам, да, хочу сказать, ну, за 3 месяца там можно было подготовить команду. Хотя бы, если даже нету финансирования, да, вот некачественный футболист у тебя, но физически можно же было их подготовить. Вот некоторые команды, я вот смотрел, даже передвигаются слабо. Вот это вот. Скорости не хватает. Да, не хватает физики, не хватает это. Поэтому вот в этом отношении таджикский футбол отстает. Вот в наше время все-таки физически были крепкие, и мы могли по жаре бегать очень много, и долго, и быстро. Вот. Ну, правда, опять, можно сказать, там все-таки был, как сказать, не только таджики-футболисты, да, там многонациональная страна была, вот, играли и таджики, и узбеки, и корейцы, да, и русские, и русские. Да. Да, тогда был другой чуть-чуть уровень. Давайте вернемся, Сергей Сулейманович, к нашему начальному разговору. Почему именно детский футбол? Ну, вначале юношеский такой. Да, вот, все-таки. Посчитал, что здесь я нужен, необходимый опыт, мастерство. Вот, а сюда пригласили чуть поменьше возраст. И поэтому вот хочется сказать тоже, не всем там работать. Да. Кто-то и должен талант искать, тренировать. Вот это вот тоже самое главное. А то мы, получается, что хотим все там. Да. Ну, ребята, я думаю, что года через 4-5 мы подготовим, и все скажут нам спасибо. Да, конечно, Вот. я уверен. Поэтому мне это приятно будет, что мы действительно что-то сделали, создали. Это хорошее, нужное дело. Да. Ваша семья там, вы работаете тут, как-то мешает это? Ну, конечно, тяжеловато одному, но я думаю, сейчас к лету я поеду домой, встретимся с семьей. Там надо решить бытовые вопросы, все-таки внучки ходят в школу. Ну, прямо будем говорить, здесь Таджикистан тихий город, да, Душанбе, Хаджин. Вот, если дети мои работают, а с внучками нужно... Да. Поэтому вот эти вопросы нужно решить, и потом уже Полноценно сюда приехать. уже, да. А вы этого хотите? Ну, желание огромное есть, да. Как сказать, не громко, да, но как Скромно. игрок, как игрок я, может, чего-то добился, да, что-то дал республике, Да. а хочется как тренер что-то дать. Зрители это подтвердят. Да, вот, поэтому, говорю, 4 года, ну, мне достаточно будет, чтобы вот Этих из ребятишек этого готовить, да? поколения, вот 16 лет, я думаю, что можно выиграть чемпионат Азии. Отлично. Сергей Сулейманович, я думаю, вот зрители нас услышали и мечтают об этом, конечно, и ждут, конечно, когда вы готовите таких ребят, чтобы мы блеснули на азиатских вообще соревнованиях. Вам огромное спасибо.
Вам Ну, от удачи. себя хотел бы еще сказать, обратиться к родителям, обратиться к тренерам, которые младших возрастов, этих возрастов. Не стесняйтесь, привозите, будем просматривать, будем держать на карандаше, будем составлять анкеты, будем дальше в этом плане работать. Поэтому хотелось бы больше активности от них. Отлично. Вам огромное спасибо за Спасибо беседу. вам. Удачи вам. дӯстони азиз, мо як суҳбате доштем бо Сергей Ибодуллоев, мураббии академияи клуби футболи Истиқлол. ва дар ҳамин ҷо суҳбати мо ба анҷом мерасад. Хайр.